У рамках реализации республиканской программы «Клопот» Брестское областное управление внутренних справ провело турнир, на який тяжкие подлетки пришли с задовольнением. На территории области стало традиционным проведение в каникулярный период года турниров для подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел. Указанные турниры проводятся во время осенних, зимних, весенних каникул, а также в период летних каникул, которые идут в настоящий момент. У спаборніцтвах прынялі ўдзел каманды Ленінскага, Маскоўскага і Брэсцкага раёнаў. Сярэдні ўзрост удзельнікаў 14 гадоў. Па-за асноўным спаборніцтвам з камандамі падлеткаў сыгралі милиционеры. Перед обществом «Динамо» стоит ряд государственно значимых задач, одной из которых является развитие, популяризация здорового образа жизни, спорта, туризма, физкультуры. Поэтому на сегодняшних мероприятиях, которые проводятся в области и в городе, общество «Динамо» постоянно присутствует, имеет непосредственное участие. Я люблю заниматься футболом. Мне предложили играть в него сейчас. Позвонил дядя-милиционер, сказал, приезжайте, Ленинское РОВД и играйте с Ленинского района. Со всеми. Спаборніцтвы па пляжным футболе складаліся з 4 гульняў па 2 таймы. Барацьба была напружанай, але кожная команда мкнулася до перамоги. Устаешь очень сильно после 2 таймов, ноги просто как ватные. Ну, интересно. Спасибо людям, что создали такую игру. Очень интересно. У лідары выйшлі каманды Ленінскага і Маскоўскага раёнаў з роўным лікам 4-4, але пераможца павінен быць адзін, таму суддзі правялі серыю пенальці. У выніку перамогу атрымаў Маскоўскі раён. Именно через спорт мы хотим с этими ребятами наладить контакты, организовать работу и чтобы они занимались здоровым образом жизни. Катэгорыя дзяцей, якая прымала ўдзел у турніры, патрабуе асаблівай увагі, таму акцыя не апошняя. Лепш рэалізоўваць сябе ў спорце, а калі сустракацца з праваахоўнікамі, то на футбольным полі. Ганна Буйкевіч, Юлія Сілюк, Сергей Мацвейчук, тэлерадыёкампанія «Брест».